О, к нам вышел как раз заместитель молодежи. Можно с вас взять вот действительно зачем? У тебя онлайн идет, да? Зачем вот сейчас туда зайдем, посмотрим, послушаем. Зачем? Зачем вообще проводится такой гражданский форум? Можно было бы людям не рассказывать и чисто кого вы знаете. Хотя вопросы всегда спад. Я понял. Посмотри, гражданский форум — это, по моему видению, это мост. Соединением всех мостов между победителями, между потенциальными победителями, между будущими активистами, молодыми гражданами и властью. То есть институт фонда президентских грантов — это достаточно новое веяние в нашем современном мире. Он берет начало, фонд работа берет начало с 2017 года по всей России. Это два года. 2 года, ну да, это действительно, как подавать заявки, как правильно все делать, тоже действительно. То есть это забота нашего президента Российской Федерации по поддержке некоммерческого сектора. Суть этого твоего вопроса в этом я ответил. Плюс добавлю то, что в начале работы в 2017 году фонд президентских грантов предусматривал на поддержку всего некоммерческого сектора Российской Федерации 4 миллиарда. Сейчас, по истечению 2 лет, он насчитывает около 8,5 миллиардов. И в течение последующих будущих годов он будет расти. Это выступал Илья Владимирович в Сочи, когда проводился семинар-практикум в апреле этого года. То есть у нас... Вот такая крупная сумма, это вот фонд президентских грантов. Да. И она рассчитана чисто на НКО? Чисто на НКО и на ОНО, некоммерческий сектор, общественные организации, которые помогают поднимать качество жизни нашей страны, обращать внимание на те или иные, может быть, слабо замечаемые отрасли жизни, но и нужные для нашего общества. Это защита окружающей среды, поддержка экологов, защита животных, забота о подрастающем поколении, забота о старшем поколении, благоустройство сел и округов. Ну, это и... У них 13 направлений. Все я сейчас насчитывать не буду. Меня вот просят представиться, да, и задают сразу вопрос такой. Сейчас, как вас зовут, чтобы понимали люди в прямом эфире? Вопрос один. Сейчас гранты главы республики идут через месяц молодежи. И система такая же, как гранта президента? Такая же комиссия работает, члены комиссии подобраны с разных сфер жизни, журналисты, артисты, производственники. Но главное вот условие, да, заместитель министра молодежи, что скажет? В двух словах скажу, главное условие — прозрачность и открытость. Чтобы люди не думали, что там все закрылись и сами там распределяют предназначенные для социально ориентированных некоммерческих организаций деньги. Нет, такого нет. Это пережитки начала нулевых годов. Сейчас в век развитого интернета такого вообще невозможно. Притом в комиссии заседают еще представители управления по противодействию коррупции при главе республики. Поэтому все решения члены комиссии принимают объективно, открыто и беспристрастно. То есть никаких лоббизмов, никаких таких аффилированных. Были моменты, когда член комиссии попадал на работу комиссии, а он в списке увидел дальнего родственника. И он сразу тут же написал при управлении, при виде этих, написал заявление о выходе из состава комиссии. Вот такие вот случаи. Ну, на самом деле, представьте, пожалуйста, что... Руслан Михайлович Платонов, первый заместитель министра по делам молодежи и социальных коммуникаций. Ну, единственное, там вопрос по-другому. Никто не говорит о том, что это неправильно. Все спрашивают, кто определяет значимость проекта по грантам, потому что это многих волнует. И вот эта комиссия же определяет, да? Критериев отбора немало, потому что там должно быть софинансирование,
со стороны муниципального образования или со стороны этой же общественной организации, софинансирование, понимаем, да? И значимость этого объекта, серьезность этого объекта, актуальность этого объекта, потому что тот проект, который написан там «Спасти всех дельфинов мира», с серьезностью ноль, да, это, да, или, например, там обеспечить жильем всех собак мира, ну, сами тоже понимаете, поэтому актуальность для пользы обществу тут очень обращает очень большое внимание. Вы сегодня вот можете порекомендовать, мы сейчас зайдем, лекция же идет, кто это преподает? Да, сегодня прибыли в нашу столицу с города Москвы заместитель генерального директора фонда президентских грантов, вот сейчас ведет лекцию Дементьев Иннокентий Андреевич, достаточно молодой человек, но имеющий опыт в работе Минсвязи России, был в руководящих должностях, сейчас вот как раз ездит по регионам страны и ведет такие подобные лекции. Значит, и приехал исполнительный директор фонда президентских грантов Долгов Антон Васильевич. Тоже та самая сильная сторона фонда, который он действительно исчерпывающе рассказывает, что такое фонд президентских грантов, какую политику придерживается, какие направленности у них есть и какие нововведения вводятся в настоящее время. И Антон Васильевич сегодня, вот мы ехали с ним, он так с большим уважением и с большим ответственностью подошел к этой лекции. Он готовится 3 часа, какие вопросы могут быть в Якутии. Он здесь был не раз, в Намцах в прошлом году даже посещал объекты победителей президентских грантов. Но и с большим удовольствием и ответственностью он сегодня подошел, мне это понравилось. И человек действительно сегодня старается дать исчерпывающую информацию для наших общественников. Потому что никому не секрет, ни у кого не секрет, что наши общественники по части отчетности, по части предоставления документов с налоговой, с Министерства юстиции, бывают моменты, когда не ту справку принес, не так отчитался, не так актов не хватает, договоров не хватает. А эти все минусы могут лечь в основу вообще неуспеха. Поэтому коллеги приехали с руководства фонда президентских грантов, чтобы действительно объяснить доходчиво нашим активистам. Притом они считают, что Якутия является одним из лидирующих регионов по части поддержки СОНКО в целом. То есть наша республика по всем министерствам, ведомствам поддержку для отраслевых общественных организаций. Например, Минэкологии поддерживается их общественников-экологов. Минсельского хозяйства ведет поддержку там молодых фермеров. Министерство молодежи, но у нас социальных коммуникаций, главное ведомство, которое занимается общественной организацией. И к тому, что у нас 2223 общественных организаций по республике, из них 1900 работают в городе Якутске и очень активные. Например, первый этап президентских грантов мы подали 97 заявок, а он у нас проходил с 1 февраля по 15 марта. Второй этап у нас идет сейчас, с 10 июня по 31 июля. И третий этап, это у нас с 14 октября по 25 ноября. В президентских грантах могут участвовать те организации, созданные год назад, то есть не фирмы однодневки, да, как это принято называть, а серьезные, намеренные, целенаправленно созданные организации, действительно стремящиеся помочь той или иной отрасли. Поэтому все организации по истечению года могут уже подаваться на фонд президентских грантов. А суммы там минимум 450-490 тысяч, минимум, а максимум от 6 миллионов и выше. У нас уже есть позитивный прецедент, когда наша организация республики в этом году по истечению первого этапа выиграла 6 миллионов рублей. Это не музей наш? Это не музей, это инклюзивное образование. Огромное спасибо за такое подробное интервью. А мы сейчас Заходите, посмотрите. Мы зайдем и послушаем, что там происходит. Конечно.
То есть либо ставить логотип фонда. До появления этого пункта, вот раньше, да, в прошлые годы, организации и так указывали логотипы, и так указывали текст, но просто текст был нестандартный, в тексте делались ошибки, вот, там, где не нужно, писали с большой буквы, где нужно с маленькой, ну, то есть совершали всякие технические ошибки, поэтому мы решили стандартизировать эту историю, записать этот пункт 3.1.18 договор о том, что конкретно либо логотип, который есть здесь, плюс есть брендбук на сайте фонда, ну, то есть набор логотипов, где вы можете выбрать, там черно-белый есть вариант, в разных разрешениях можно скачать. Вот. Либо же текстовка, но текстовка опять же стандартизированная. Соответственно, если мы при проверке отчета о тех или иных мероприятиях видим там, полиграфию, раздаточные материалы, но не видим логотипа фонда и никакого упоминания о том, что проект реализуется при поддержке фонда, мы вправе сделать замечание на основании этого пункта 3.1.18. То есть мы расходы по мероприятию примем, то есть если оно в проекте есть, да, но именно вот замечание мы сделать вправе, да, на основании этого пункта. Вот такие пункты, которые, почему мы их еще выделяем. То есть в принципе договор, в общем-то, типовой, с одной стороны, да, и те из вас, кто получал гранты и субсидии, ну, примерно понимают там различные там позиции, то есть и, в принципе, очень много стандартных вещей юридических, которых вы уже 100 раз видели во всех договорах. Значит, ну вот эти пункты, они такие достаточно инновационные, касаются именно нашего фонда. Плюс там еще есть история про изменения в договор, об этом у меня будет отдельный раздел в презентации. Значит, также, коллеги, ну, казалось бы банально, но тем не менее, сроки отчетности, требования к отчетности, да, нужно изучить заранее. Вот, потому что тоже возникает много странных вопросов, например, что-нибудь из серии, а вот мы в этом этапе деньги не тратили, вот и, соответственно, не надо отчитываться. Нет, надо, в силу договора надо отчитываться, да, у вас есть конкретный график. Ну, вот, и, соответственно, этот график посмотрите, то есть, соответственно, вы же можете в системе у себя все спланировать с точки зрения бюджета, ключевых контрольных точек, то есть, ну, у вас есть карт-бланш для того, чтобы договор под себя сформировать такой, как, ну, как вам нужно, как вы понимаете его. Также, коллеги, у нас есть целый ряд методических материалов. То есть методические материалы у нас есть как по подаче заявок, я думаю, что многие из вас знают, онлайн-курсы. Вот кто онлайн-курс проходил? Есть такие? Есть, но немного, кстати. Вот, у нас есть онлайн-курс по социальному проектированию, но мы там завтра еще будем про него подробно рассказывать, где он и, значит, как им пользоваться. Вот. Также у нас есть целый ряд методических материалов, касающихся уже реализации проекта непосредственно, да, для тех, кто грант получил. То есть самый базовый документ для вас, для тех, кто там будет готовить отчетность особенно, это вот требования к использованию гранта. Именно там перечислены первичные документы, которые необходимо прилагать к отчету. Вот. И, соответственно, там, по сути дела, исчерпывающий перечень этих документов. Причем там есть документы, вот если вы открывали, значит, эти требования, значит, там есть два типа документов. Я дальше потом на финансовой части расскажу. То есть там есть документы, которые вы должны прилагать к отчету, и документы, которые должны быть у вас в организации на случай запроса, так скажем. Да? То есть вот такая еще история интересная. Дальше. Соответственно, метод рекомендаций к аналитической отчетности есть комментарии к полям аналитической отчетности. Отчетность заполняется там в электронном виде, все довольно, ну, более-менее удобно, по крайней мере лучше, чем на бумаге. И к этому всему есть метод рекомендаций. Плюс мы периодически проводим вебинары, коллеги, да, вот по финансовой, по аналитической отчетности. А по финансам у нас проходит вебинар каждый месяц. На самом деле моя коллега, финансовый директор фонда Ирина Кленина, ежемесячно проводит вебинар про бухгалтерию в НКО. Вот. Кто участвовал в таком вебинаре? Есть такие, да? То есть вот ежемесячно, да, она проводит, ну, не помню, в июле, по-моему, может быть, не будет, но в августе будет. Ну, то есть вот это такая постоянная история, то есть действительно вы нуждаетесь в обучении, мы это обучение даем, проводим, соответственно, вебинары. Дальше, коллеги, у нас с вами будет 3 части нашего общения. Вот следующая часть у меня порядок внесения изменений. 3 части какие? Значит, сначала я вам расскажу о том, что в договор и вообще в проект, в принципе, можно вносить изменения и как их вносить. После этого у меня часть про финансовую отчетность, основные рэперные точки, и в конце про аналитическую отчетность. То есть у нас 3 блока общения сейчас с вами будет. Вот, последовательно. После каждого блока можно будет задать вопросы. Порядок внесения изменений. Давайте начнем с этого.
Вопрос. Вот вы все получатели гранта, уже многие реализуют проект, только некоторые из вас получили первый раз в 2019 году. Кто вносил изменения в проекты? Есть такие? Отлично. Вот. Но немного, кстати говоря. Всего 3 руки я увидел в зале. Вот. Но смотрите, из чего мы исходим, да, при вообще определении порядка внесения изменений и какой-то политики на эту тему. Мы исходим из того, что вот, проект — это живой организм, по сути дела. Да, то есть вы его как бы на бумаге описали в какой-то момент. Например, вот если речь о конкурсе 2019 года, о первом конкурсе, вы подавали проект, значит, до середины марта. То есть где-то в феврале вы его писали. Писали, все у вас хорошо структурировано, проработано, бюджет, расписали, посчитали до копейки, отлично. Эксперты поставили высокие оценки, выиграли. Хорошо. Значит, но проходит время, вот сейчас уже июль, то есть у вас сейчас начало реализации проекта. Пройдет еще полгода, да, вы дойдете до какой-то точки и поймете, что цены изменились, вот, там погода поменялась в тех местах, где вы проводите мероприятия, какие-то люди у вас ушли, пришли из организации, да, вот, постоянно происходит какая-то динамика, то есть вы все общественники, у вас эта динамика еще такая очень высокого уровня, то есть у вас волонтеры есть, волонтеры могут там уйти из организации, вам приходится набирать новых. Вот, и так или иначе, там, через год у вас проект изменится все равно. Вот. И крайне редко удается описать его на старте ровно так, как он пойдет до самого конца все 1,5 года. То есть у вас вот первый конкурс 2019 года — это 1,5-летние проекты, да, у многих. Но они могут быть короче, но как бы крайний срок 1,5 года. То есть это, в принципе, срок довольно большой. То есть представляете, да, в марте 2019 года написали, вот, и до 31 ноября 2020 реализуем. Вот. Будет ли проект тем же в ноябре 2020, что был в марте? Не факт, далеко не факт. И мы, как фонд, считаем, что это нормально. То есть мы считаем это обычной нормальной практикой, мы не считаем это там трагедией какой-то или проблемой даже. Вот. Это как бы совершенно нормальная история, она в жизни происходит, у вас в проектах есть изменения. И, собственно, единственное, что мы вас просим, если у вас в проекте есть изменения, с фондом их либо согласовывать, либо уведомлять. В зависимости от типов изменений я сейчас расскажу, какие типы изменений бывают. То есть мы просим держать фонд в курсе изменений, чтобы фонд знал, чего от вас ожидать, вот, чего от вас требовать, вот, и чтобы сам фонд не требовал от вас того, чего нет. Да, вот это вот самая как бы, неприятная история, когда фонд от вас требует того, чего у вас нет в природе. Например, мы вам говорим: подтвердите мероприятие такое-то, дайте фотографии. Значит, на стадии проверки отчета. А у вас там мероприятий не было и уже и быть не может, потому что уже сезон прошел. Вот. Но поскольку вы изменения не внесли, оно вот осталось у нас с вами в договоре, и мы, естественно, требуем. Да? Вот. И вот возникают всякие трения, проблемы. Поэтому изменения, то есть резюмируем, изменения бывают, изменения — это нормально, фонд должен быть в курсе изменений. Какие-то изменения с фондом необходимо прорабатывать и согласовывать. Вот, то есть вот такая политика. Кстати, вот до фонда, до 2017 года, до появления фонда, все было по-разному. Значит, вот, кто участвовал раньше, да, были грант-операторы, и у них была разная политика на эту тему. Там был грант-оператор, который просто говорил: изменения невозможно, потому что нужно пересобирать конкурсную комиссию. Вот, ну, то есть кто-то говорил, что, значит, изменения возможны, но там очень-очень сложная процедура, там несколько месяцев согласовывать, лучше как бы не надо это делать. Вот, мы говорим, что конкурсную комиссию, да, Конституционный комитет пересобирать не надо. У нас изменения возможны в силу договора, вот, который у нас с вами подписан. Значит, коллеги, про изменения. Сколько раз можно их вообще вносить в проект? Да? То есть, значит, у нас здесь есть некая разница, то есть у нас правовая практика еще и совершенствуется все время. Значит, изменения в договор, да, вот, касающиеся там существенных условий, ключевых контрольных точек, бюджета, можно вносить, вот если у вас договор 2018 года один раз за отчетный период, если у вас договор 2019 года и позже 2 раза за отчетный период. То есть мы тоже статистику посмотрели, разрешили вот такое еще, так скажем, послабление некое, да, то есть 2 раза за отчетный период можно вносить изменения в договор. Но это касается... Да, это и там. Вот.
но это касается тех изменений, которые влияют на договор. То есть я сейчас покажу, есть типы изменений, которые, в принципе, на договор особо не влияют. Значит, коллеги, есть 3 типа изменений базово, да? То есть изменения, вносимые грантополучателем без согласования с фондом. То есть это те изменения, которые, в принципе, на текст договора особо и не влияют. Второй тип – это изменения, требующие согласования с фондом. И третий тип изменений, он тоже существует, недопустимые изменения. То есть то, чего делать нельзя. Там третьего типа совсем мало, в конце покажу. Значит, коллеги, без согласования с фондом, да, просто в уведомительном порядке, что вы можете делать? Значит, у вас могут меняться какие-то сведения в ЕГРЮ, наименование, руководитель, даже организация, значит, там какой-то апдейт изменения устава. То есть не нужно с фондом согласовывать там новый устав, например, если вдруг у вас он случился. Да, всякое бывает в жизни, но фонд как бы не уполномочен влезать в вашу структуру управления организацией, там, вам диктовать, что в уставе написать. Поэтому это делаем сами, просто фонд уведомляем, куратора в диалоге сообщаем, что вот там произошли такие-то изменения, не знаю, наименование организации изменилось, чтобы фонд не удивлялся потом, да, не искал вас со старым наименованием. Значит, изменение банковских реквизитов, ну, поскольку там номер счета, в принципе, вам поменять по сути невозможно, но у Сбербанка бывают изменения в наименовании этих, там есть у них там реформа территориальных банков, там БИКи могут поменяться, то есть у них бывают изменения именно сбербанковской части реквизитов, не относящихся, собственно, непосредственно к номеру, ну, как бы к счету. Вот. Поэтому такие изменения тоже просто учитываются и все. То есть бывает такое, что там по причине реорганизации в Сбербанке у них там какие-то коды меняются. Дальше, вот тоже важный момент. Изменения в команде проекта. Согласовывать с фондом не нужно, но нужно уведомить фонд о тех или иных изменениях. Причем вы можете поменять даже руководителя проекта на самом деле, и фонд тоже не может вам диктовать здесь, да, какого руководителя проекта выбирать. Единственное, что при замене руководителя проекта мы просим приложить ну, как бы некое официальное письмо от руководителя организации, чтобы мы понимали, ну, действительно, какую-то, что у вас там процесс этот произошел, причину какую-то, да, поскольку для нас все-таки основной визави, по большому счету, это руководитель проекта. То есть вот юридический руководитель организации за все отвечает, но именно содержательно, вот, даже вот можно посмотреть, кого мы приглашаем на форумы, на мероприятия, это руководитель проекта зачастую. Поэтому, если у вас эти люди изменились, мы должны об этом знать. Если изменился руководитель проекта, то какое-то как бы, ну, внятное пояснение должно быть. Но согласовывать это с фондом не нужно. То есть достаточно просто уведомить. То же самое касается команды проекта. По команде проекта даже там объяснять не нужно, то есть просто вот планировались такие-то сотрудники, будут такие-то сотрудники. Все нормально. Единственное, что фонд должен быть в курсе, потому что, опять же, фонд, когда будет проверять отчетность, мы же откроем, значит, вашу заявку, посмотрим раздел, соответственно, руководитель проекта и команда проекта. Вот, и бюджет. В бюджете мы обычно видим какие-то выплаты, например, членам команды, значит, либо как штатным сотрудникам, либо по ГПД. Вот. И если мы увидим других людей в отчете, у нас будет вопрос при отчетности, а кто эти люди? Вот. И, соответственно, для того, чтобы такого вопроса не было, вы напишите в диалог с фондом, кто эти люди, почему они, ну и можно даже не расписывать, почему там детально, просто что таких-то заменили на таких-то, и какое-то там описание там, их функционала. Вот, то есть это все упреждает вопросы, которые могут возникать на отчетности. Да, вот такое наше с вами взаимодействие. Дальше, что вы можете сами делать? Вы можете, вот у вас есть в договоре, как вы помните, ключевые контрольные точки, а есть календарный план заявки. Вот ключевые контрольные точки – это, как вы помните, сухая выжимка результатов, которые у вас по этапам, собственно, вашего проекта идут. Вот. В календарном плане заявки у вас мероприятия непосредственно. То есть ключевые контрольные точки, они как бы, ну, как правило, агрегируют эти мероприятия. То есть у вас в календарном плане бывает очень много мероприятий. Вот у победителей бывает там и 150 мероприятий, там 70 мероприятий, ну, их реально много. Вот. И если у вас в рамках этапа в этих мероприятиях происходят какие-то подвижки, но эти подвижки не влияют на ключевые контрольные точки, то, соответственно, вы можете, опять же, в уведомительном порядке продолжать реализацию проекта, просто описать, уведомить куратора в диалоге, что там вместо, допустим, там таких-то районов поехали в другие районы. Вот. Ничего страшного, то есть здесь можно
как бы самим это решить и уведомить кураторов в фонде. Единственное, чтобы у нас на отчетности вопросов не было, должна просто история сохраниться. Вот. То же самое в части изменения сумм расходов внутри одной статьи без изменения наименования количества единиц или вот, каких-то существенных изменений в содержании расходов. То есть, например, планировали купить оборудование, там, модель такой-то, купили модель другую. Но оборудование направлено на то же самое, вот, та же суть, тот же функционал, просто там чуть другая модель, значит, и там, соответственно, там, чуть другие характеристики, но все похоже. То есть тоже там согласовывать с фондом это не нужно, но уведомить стоит вашего куратора, да, чтобы просто вопросов не было. Дальше, значит, коллеги, что требует согласования с фондом? Где вам нужно ждать решения фонда о согласовании? Это, соответственно, изменение тех параметров, которые у вас в приложении к договору. А в приложении к договору у вас ключевые контрольные точки, ККТ, это приложение номер 1, это бюджет, собственно, смета по 9 статьям, приложение номер 2. И это сроки реализации проекта и транши, приложение номер 3, график отчетности и платежей по траншам. Если у вас происходят изменения, затрагивающие вот, собственно, текстов или содержания вот этих пунктов договора непосредственно, то согласовывать с фондом их нужно. Значит, как вы это делаете? Значит, вы берете, прежде всего, готовите письмо предложения о внесении изменений. Вот. У нас есть шаблоны таких писем, они тоже выложены в системе, есть порядок внесения изменений, документ, все. То есть у нас в этом смысле все довольно так, хорошо детерминировано. Соответственно, вы эти изменения направляете через диалог с фондом в качестве предложения. Вот. С вами работает ваш куратор, их рассматривает либо сам, либо привлекает финансиста, либо вовлекает руководство. То есть вам, в принципе, это уже дальше внутренняя процедура фонда, вам не обязательно даже знать, как это у нас в фонде проходит. Там все у нас по-разному на самом деле. То есть есть просто типы изменений, где сам куратор принимает решение, вот, который с вами общается, да, у каждого из вас есть куратор. Есть типы изменений серьезные, где как бы, куратору необходимо получить там, санкцию руководства, вот, но как бы, мы вас в это не погружаем. То есть, чтобы у вас не было там, ситуации, что вот там, ждете там, решения, там, кого-то, там, прозваниваете всех. Это ну, не очень там, нужная нам история, поэтому у вас есть куратор, вы с ним общаетесь, и дальше уже как бы забота куратора согласовать уже со своим руководством то или иное изменение, если оно серьезное. Да, то есть, в принципе, обычно мы делаем все это довольно быстро. Вот у нас регламентный срок 10 дней есть на согласование этих изменений, на принятие решения. Вот, то есть в течение 10 дней мы вам отвечаем, да или нет. Вот, могу